Бүтәнен дә иртәрәк тордым, достар. Булар кисе байрам иттеләр дә. Таңгы 4-тә йоктарга яткандар. Представляете ме? А мин таң чигенән тордым. Мына бешердем, мына ошондай картошка манный, морковка. Бында мына бульон менән лапша бешереп койдым. Илзира чәй будет инде, ул баймак кызыла. Иң күбе безнең өйгә Илзира сәйсә. Ты по-английски что вчера говорил? Как по-английски? Ну, бүтін сен юғалтты кірсе қоята. Ты чё, ёктаган? Марының вообще. Кунак карау еңіл түгел вообще. Мне всегда по-английски ухожу. У меня есть одна особенность. Я ухожу по-английски. Это что значит? Это значит, вот кунактар весь разгар кунака, весь ашап эсеп күңеләс утыралар. И бас мин юк. Если мен арыгам юкмын, киһәм меня вообще пофиг. Кунак утырамы, юкмы, мен барам да ятам да юктайм. А кунактар дальше гуляют. Уже бөтенләй өйрәнеп беткән, что я так делаю. И никто ничего мне не говорит. Вначале, конечно, аптырайдар инде, друзья, а сейчас уже все привыкли. И они вообще прекрасно без меня справляются. Гуляют без меня, вообще могут танга хатым гулять. Один раз даже история была, я справляла 35-летие, да. Я легла спать в час. Утром просыпаюсь в 6 утра, они до сих пор гуляли. Представляете? Без меня мое 35-летие рахатлереп гуляли. Я один раз, помню, сидела, читала книгу, а родители решили уехать в клуб. В 6 утра время, я читаю. Заходят мама с папой, и потом за ними еще какая-то семейная пара. Я спрашиваю, это кто? Они такие, мы молодожены, только сегодня поженились. Что происходит? Biz qaytırğası qaynak taksi kötüp тұрайнық таңғы 5-те после ретро-клуба. Бір семейный пара келіп тықтаны. У них, оказывается, была свадьба в этот день. И они тоже до утра гуляли. И домой ехали, увидели нас, узнали и подвезли. И вот я их пригласила в гости. И в 6 утра мы с ними сидели, чай пили у нас дома. Так, давайте быстренько сядем и бегом на огород. Огород надо пахать. А что с ним нужно делать? Помидоры сгнили. Ну вот именно, сгнившие помидоры это надо убрать вообще-то. А что ты ими кидалась тогда? Помидор надо. А то шайник. А зачем это? А что с ними делать с тухлыми помидорами? Поймай! Натягивай. Мына, я что Бұл табирға кейдір әлі? Не іштеп? Кейіп қара Милеуша нейдің панамды. Или дай свое. Эй, Чингисхан. Был, наверное, не Юган. Ты Чингисханчик. Нет, ол Юман, ол балалардың кепкасы вообще-то. Да? Енді ол, это моя что? Нет. Пойдет? Нет, не пойдет. Мына ошыны дейін. О, не шыл келеші. Сәске хамақ болдың, Зәлия. Қарай онда. О, қарай, не келеші екен шілепәлер, ай. Друзья, мы будем убирать вот это мамины гибридные капусты и протухшие помидоры. Все протухло, замерзло и протухло. Залья, мы сейчас будем все это убирать. Давай уже, куре. На. Это... Нет, женщина не должна куракма работать. Это твоя инициатива. Это Асейдин инициатива, помидор. Не, бля, инициатива. Ну что, кайын, что ли? Давай пахмельдан, еште. Мен пахмельдан түгел, мен магазин поехал. Не мечтай. Қыздар біледі. Мороженое покупать и воду покупать. Дамир, что ставишь? На, тот куракты, помогай. На. Ладно. Давай. Копай. Пора был сырыган несек. Еще помидор не eva алмай бердіңдер. Давай, давай. Кем кетеді туалетті басырақта? Кем басырақтан? Давай, ел. Давай, надо кетті. Давай, ел. Друзья, мы даже купили новую сидушку для нашего туалета. И вақыт қайна киген да, көрген да біздің сидушканы. И Альберт қайта сидушкаға да алмаштырғып басыраны өткен ты. Прикинь, за лето это 3-я сидушка, между прочим. Вот это, достар, самая хорошая сидушка. Если мәдігірек бұға екен, ол қатырақ бұла, имейте в виду. А бұл мына қалын, күтке юмышақ қына. Очень хорошо сидится, комфортно. Қышқығын даже отырған туалетте. Бұл күтті елыта. Пенопласттан ішенген, потому что ух түгел. Вот. Так что алғағы, только алғы ұшындай қалын и пенопласттан ішленген сидушка. Тегіз бір вақытта үшімейсек, әмді рахаттанып бұғы десек. С вами была корреспондент башкирская домохозяйка. Это были туалетные вести. Итак, дорогие друзья, моя сестренка Залия решила испечь медовый торт. Давай я тебе, говорит, испеку медовый торт. Говорит, прямо очень хочу медовый торт испечь. И вот она сейчас печет медовый тортик. А? Тефлоновый. Тефлоновый? Купила какой-то тефлоновый
коврик, она говорит, только с тефлоновым ковриком получается коржики. Вот мы сначала пробовали вот на этом, на бумаге. Залия говорит, на бумаге плохо получается. Сходила в магазин и купила вот такой вот коврик. Это что такое? Это вот этот коврик называется? Для мяса тельгандал. А, и для выпечки. Многоразовый тефлоновый коврик. Вот такой вот Залия взяла. Посмотрим. Вот уже, видите, тесто сделала Залиюшка. Это у нас сладкие пироги очень вкусно пекут. Мои сестренки двоюродные. Вот Залия, Розалия, они очень вкусно пекут сладкие пироги и торты. У них сладкие блюда очень вкусно получаются. У меня почему-то со сладкими пирогами, тортами, десертами я не дружу. А вот Залия с Розалией, они дружат. Почему-то у них очень вкусно получается. Скалка вообще неудобная. А что неудобная? Почему неудобная? Это нормальная скалка. Бәләкәй скалка кирәкме? Вот икенче егәндә миңа бәләкәй скалка һатып алып кил, чтобы торты было удобно раскатывать. Залия, между прочим, у нас фармацевт с высшим образованием. Работает в аптеке. И представляете, меня менде историялар һөйдәй. Короче, аптека алаты, әбидәр киләләр дә и әйтәләр ди. Вот Малышева шулай әйтеп әйтте. Малышева былай әйтеп әйтте. Шуны бирегез, буны бирегез. Или bütün лекарстволарын отменять әйтәләр ди. Аны буны эсергә ярамайды. Офигеть, прислушиваются, оказывается, люди к Малышевой. Ну, которая в очках же есть такая. Мадам с белой прической. Әсей, кстати, элек тоже шуны тыңдайны. Хәзер икенче врачты тыңдай баштаган. Еще бер врач килеп сыккан. Мясниковты, хәзер Әсей фанатеет от Мясникова. Элек фанатела от Малышевой, а хәзер от Мясникова. У нее теперь новый герой. Аниме Мясников тоже шулай передача апарама. А? Мен де белмәйм, мен вообще телевизор карамайм. Вот смотрите, достар, какие коржики Залия напекла. И вон там в духовке уже печется тоже. Вот. Уже коврик-то нормально. Скалка у нас артип хәлемде бетерде. Сказала, икенче килүгә һәйбәт скалка һинеп килгән. Сгущенканы кутарган халайм. Кутарахна миңа сгущенка кирәк. Ла жирный тот кирәк. Кутарахна халып торып мона Залия топышты. Кем мишәйтте? Альберт ага мишәйттеме? Альберт апамы? Альбертка апа дип әйтсәң, Альберт әйтә. Әйтәле мине апа дип әйтмәһендер ди. Мин апа түгел. Алар әйт, апа это сестра, а бездә апа это дядя означает. Әйе, тоже шәйт апа дип әйтмәгез дип. Тәмлеме? Табер. Это очень вкусный торт будет. Залия. Рахмат инде сиңа. Давай һин это хотя бы айна бер килеп бушай тортик бешереп кит. Ничего, пожалуйста. Скалка алган тең. Не напкирам тенинг даху. Что у нас готово там? Тележка, да? И Баба Яга. Короче, Альберт заказал тележку и Бабу Ягу. Прикиньте, в домик во фрейм. Во фрейм заказал телегу. Сейчас увидите, что за телега. Это Роберт, наш друг, делает, который нам колодцы же сделал. Вот видели же наши колодцы, которые стоят? Вот такой вот сделал. А колодец? Колодец-то готов? Колодец-то готов. А, и всё. Короче, мы заказали Роберту колодец, Бабу Ягу и что еще заказали? И телегу. Сейчас, короче, Дуфар, увидите, как Роберт сделал. Я сама еще не видела, мы не видели ничего. И сейчас Альберт их заберет и повезет во Фрейм. И я вам одно и то же каждый раз, конечно, рассказываю, но еще раз расскажу. Вот здесь же Роберт с Розой живут, да. А вот это вот наш дом был. Мы жили с соседями напротив. Это мы сами построили. Вот в этом доме мы жили. Представляете? И тогда мы с ними подружились. Сейчас посмотрите работы Роберта. Вот, кстати, в этом гараже он работает. Роберт, здорово. Ух ты, нифига себе! Привет! Обалдеть! Победа колодец мы. Да. А что он такой здоровый-то? У нас 1,20 м это диаметр там кольца. Қалай матур, Роберт! Блин, сенің қолың алтын, Роберт. Көтемәһін қолдарыңа. Даже бидрәһен іштеп қоя. Көрәгенме, қарағыз, какая работа бидрәне. Мына, қарағыз әлі. Обалдеть, как красиво. О! Обалдеть. А вот, Дуқтар, қарағыз, наша телега. Эдан тәгәрмәстәрін қарағыз. Обалдеть. Это же ювелирная работа. Роберт, так красиво. Ой, сене отырырға бола ма екен? Неше?
Альберт, это прямо Робертқа келгенде бір мәл қонаққа өте и влюбился в домик Баба Яги. И теге вақыт қонақта болғанда Альберт такой: Роберт, меня тоже Баба Яганың үйін іштеп берейін деп теңкехін құртты. И даже не бір штук заказал, а 2 штук заказал. Представляете ме? Біріхін, короче, Афреймға, а біріхін біздің Дорогинский үйге. Вот, смотрите. Шап, менехіңді и ошолай домик. Бұна қарағыт асахың ошыны. Баба Яганың үйінің аяқтары даже бар. Видите? Все реалистично. Посмотрите. Уйламага, что он маленький такой домик. Он большой. Вот. Почти мы одного роста. Он даже выше, чем я. Надо жене такую подарить. Мужики, своим женам дарите избушку Баба Яги. Вот такие домики на юбилей, оказывается, заказывают. Он не только такие еще делает. У него вот это, где дверька открывается, да, у него отсюда еще вылетает сама Баба Яга. Он еще так делает, с музыкой. И она говорит: давай наливай, поговорим. Прямо вот так вот, прикиньте, даже с музыкой делает. У Роберта вот очень много заказывают продавцы всяких товаров. Заказывают стеллажи, вот такие вот заказывают тележки, арбалар. Сюда, оказывается, они хлеб ложат, фрукты, овощи. Представляете, у него очень много заказов. У него целый день у себя вот в гараже столярит. А вот и рабочее место Роберта Достар. Вот такие у него станки стоят. Видите, целая куча опилок. Вот еще какой-то станок. Вот еще какой-то станок. И еще у него на 2-м этаже это мастерская. Прикиньте. Зимой тоже здесь работает он. Зимой обогреватель включает и работает. Тәгәрмәсен онтып калдырганбыз. Тәгәрмәсләрде лә матур итеп. Эй, матур эштәге инде өтә. Молодец инде. Әле дур заказ пришел, говорит, с Куединского магазина. Куединские вот эти полуфабрикаты же есть. Или колбасные изделия. Ну, короче, куединские. Вот им, говорит, уже месяц, говорит, делаю стеллажи, там всякие эти лотки. Большой, говорит, заказ, не успеваю, говорит. Помогать некому, говорит, представляете, мужиков нету. Ай, ла, сейчас мужики вообще дефицит, друзья. Сегодня у нас в гостях Клиник 02. Мне нравятся гости, которые сами за собой убираются. Как будто Клиник 02 испачкал. Сами за собой убирается. Типа, короче, вот у меня на кухне же диван стоял белый, да. Ну, стоит. Он весь грязный. Почему? Потому что он стоит, во-первых, на кухне, и все сюда приходят грязными ногами, ложатся. Допустим, я постоянно здесь лежу, работаю, монтирую, и постоянно ноги ставлю вот именно вот в это место. И прикиньте, вот тут вот сейчас вообще все черное. Давайте им покажем, какое оно черное. Ага, вот, все черное. Белый диван вообще лучше не устанавливать на кухню. Я не знаю, почему мы решили белый диван поставить на кухню. Сейчас 100 раз об этом пожалели, доктор. Потому что он очень быстро пачкается. Ну и то еще надолго хватило химчистка. До этого я делала химчистку, да, доктор? И этот диван где-то на полгода хватил. И все-таки мы чистоплотные, более-менее. Вот дивана белые, конечно, проблема. Но когда есть Клиник 02, нет никакой проблемы с белыми диванами. Смотрите, вот, смотрите, офигеть. Это, представляете, это только подлокотник Юля начала мыть. Только начала. Это еще первый этап. Еще будет 2. Да? Офигеть, какая грязь. Ты сначала что делаешь? Химией, да? Сначала шампунем. Шампунем. Да, сначала шампунем. Вот так вот щеточкой все проходит. Шампунем. И потом вот специальный у них, видите, какой вот этот штука. Вот этим штукой, напором, они как-то вот все это отмывают. Высасывают. Да, высасывают. А в конце у них пылесосы очень хорошо высасывают, сосут грязь, понимаете? Но они все пылесосы могут так сосать грязь. Я вам об этом уже говорила, друзья мои. Девчонок я уже вызывала и родителям, они и родителям диван почистили. Вы видели, где Заки Агай сидел? Место. Он сидел на одном месте, у него голова в одно место только упиралась. И это место было все черное. Но этому дивану где-то ихнему лет 25, наверное, было. И девчонки пришли, отмыли, да, и диван стал прямо как новенький. У меня вот подлокотники, друзья, грязные всегда.
Ой, и тут вот мы голову ложим. Тут еще более-менее чисто, где голову ложим. А где вот ноги, да, вообще капец, конечно. Когда на кухню покупала вот стульчики, вот эти вот мягкие вот эти вот стульчики, да, я очень долго сомневалась. Я такая думаю, блин, брать нет тряпичные стульчики, потому что сейчас столько у меня гостей же, постоянно у меня дом полон гостей. Думаю, сейчас испачкают все. Не хочу брать, вот не хотела. Хотела пластиковые какие-нибудь или деревянные стульчики купить. Но потом я вспомнила, у меня-то есть девчонки, клинеры клининга 02, которые профессионально и очень чисто, и очень классно и качественно отмывают мягкую мебель. И даже, прикиньте, девчонки, если у вас вот так шторы висят, да, тяжелые шторы, их тяжело мыть, да, девчонки даже приходят химчистку штор делать. Вообще абсолютно снимать даже не надо. Придут вот так, шик-шик-шик-шик-шик, помоют, и все. Представляете, и сразу погладят. Вот такая даже услуга у них есть, Дултар. Так что заказывайте Клиник 02, если вам нужна химчистка мягкой мебели, паласов и вообще уборка всего дома. Отмыть все до чистоты, до блеска. Только Клиник 02 заказывайте. Кстати, блин, хотя бы Елена хоть бы раз дала бы по моему промокоду скидку, что ли, какую-нибудь. Надо позвонить и сказать, блин. Алло. Алло, Елена? Да? Это я, Миляуша. Ну, Ты слышишь меня? слышу. Слушай, Елена, дай по моему промокоду какую-нибудь скидку моим подписчикам, а то ни разу же мы не делали такую Ну, акцию. я же химчистки дарю, блядь, твоим подписчикам. Химчистку Что даришь? за акция? Какую химчистку? А? Какую химчистку? При заказе генеральной уборки я дарю химчистку в подарок. Одного дивана, да? Конечно, это же нормальное. Все, ладно, поняла, все, давай, спасибо. Да, конечно, ты что, я твоих не обижаю, давай. Вот видите, Елена моих не обижает. Так что, друзья, при заказе генеральной уборки от клиника 02 химчистка дивана в подарок. Я тебя обожаю. Спасибо. Вот это, выпросили, понятно? Вот так вот надо работать. Иламага балага имсак бирмейде. Рецептом идет 5 килограмм лука. Я помню такую. Да, они, короче, его пропускают через через комбайн кухонный, а он такой прям комбайн крупником пропускает, даже не мелко. И вот эти 5 килограмм в бульон лапшу кладут, суп с лапшой, весь в луке. Дети же не едят лук, они же в детстве вообще не терпеть не могут. И дети суп лапшу это не могли есть. Я в бульон клала кругляком прям. Он же такой же эффект дает, запах лука, вкус лука. Я девчонкам говорю, а что вы так лук кладете? А они такие, по рецепту идет, мы обязаны класть. Да, по меню, по рецепту идет вот 5 килограмм лука. И я такая говорю, давайте, говорю, кругляком класть. И все дети начали есть суп-лапшу, а до этого не ели. Девчонок оставила, сама пошла на педикюр, Инна за мной должна приехать. Я в пижаме, а ты меня обратно привезешь? Обратно мне потом клиенты. Блин. Как я в пижаме домой пойду? Я не успела переодеться. А что, ты до этого в пижаме не ходила, что ли, ни разу? По деревне в пижаме я ни разу не ходила еще. Ну, первый раз. Бляха-муха. Я не успела переодеться, блин. Инна мне позвала, вставай, выходи. Я, блин, как ринулась, блин, лишь бы без педикюра не остаться. Все, едьте. А то, блин, Кроссовки. а то даже на одну минутку опоздаешь, у Инны все, она другого клиента принимает, и все, капец, потом месяц ходишь, это как с ногтями, как ети. Два месяца ходишь, да, блин. Сейчас в таком виде по деревне буду ходить, блин. В пижамных штанах, без лифчика, в валенках. Валенках? А что не валенках? Зато как тепло. Эй, Инна, ты где взяла такие? Она Какая сейчас красота. все на ВБ Озон. Инна, чай нальешь, да? Да. Большую кружку. Я даже вам с собой принесла просроченный сырочек. Потому что хочу сожрать его. Хоть и просроченный, иначе это обосрусь от души. Мне любой, лишь бы чай, блин, горячий. В ноль убирай. В ноль. Вот так вот. Да. А то под ногтями грязь собирается, потом подписчики начинают мне писать, у вас под ногтями грязь. Ради вас убираю под ноль, чтобы не было видно грязи. Ну что, только сейчас постоянно я клиенты. А новые не продаются. Как не пытаются. Новеньких Инна не берет вообще. Запомните. Да, это мафия. Тут местная мафия. Местная мафия. Мы левых никого не пускаем. Из соседних деревень вообще не пускаем в Киеве. Так получается, да. Ногтевая секта. Ногтевая секта, да. Ну да, не хватает меня. Я больше 3 не могу сейчас денег брать.
Да? Все, клиент, значит, раз. 10 дней там под путевку. Ну, во-первых, цены жутко дорогие. Вот с самолетами, с аэропортами нестабильно. Ну да. Инна, я тебе срочек не пришла, потому что это был протухший. Где он просроченный? А зачем ты ешь просроченный сырок, блин? Ну, может, я обосрусь. У меня проблема А у тебя это с стоит? туалетом. Я выкидывала продукты просроченные, смотрю, его жалко стало выкидывать. Думаю, дай-ка я его сожру, блин. Все, что не пропадает, все съедается. Нет, я уже не эти. Видишь, я даже трещины свои вылечила почти что. Чем? Прикинь, у Азали был крем от трещин. А я обычным кремом мазала, и эффекта не было, и дальше не мазала. А тут я 2 раза всего намазала, и прикинь, у меня более-менее стали. Вот. Я Ты еще... представляешь, если мазать-то, оказывается, Да, а я-то не знала об этом. Ой, блин. Теперь я Азале сказала, чтобы она заказала еще один такой крем. не забывать с ним Нет, прикинь, всего 2 раза именно мазала. Как вам мой маникюр? Это обычный, без покрытия. Эй, чё? Вы начали палас, что ли, мыть? Да. Грязный, наверное, он. Нет, сейчас посмотрим. Пятнышки отошли все. Отошли? Да, А то пятнах был. На кухне, конечно, люди палас не стелят, но я стелю, я люблю паласы. Я обожаю паласы. Единственный, вот этот часто у меня грязный становится. Сразу видно, блин, посвежел. И никуда возить не надо. Вот это хорошо, мне вот это нравится. То, что никуда возить не надо, абсолютно, палас. Девчонки придут и диван отмоют, и палас отмоют. Все, что угодно отмоют. Нас практически заставили, вот заставили нас Да. сделать химчистку. Вот потому что он грязный. Ну нельзя, посмотри, какой ворс, вот что чище. Всё. Ну нет, Он- он как это будто... старый, потому что палас, поэтому Нет, такой он как ворс. игрушка стал. А как его надо чистить-то? Его надо в химчистку сдавать. Нет, а ты нас просто под прицелом, под дулом заставила. Просто представляете, сказала, блин, вообще вот, что она сказала Да нам? блин, химчистку надо возить нафиг, а тут вообще удобно. Давайте, девчонки, угощайте слойками. Вот хозяйка клининга 02 пришла сама лично своих девчонок увозить. Не голодные ли они, чисто ли все помыли, проконтролировать. Кстати, Елена всегда контролирует, потом ходит вот так проверяет, чем ты увидел. Волос. Я ничего не проверяю никогда. Ты ругаешься. Опять стала здесь Юля помыла, она тут ногами стала, носки поставила свои. Ну, потому что Елена сама, прикиньте, Юля моет, выходит, да, а она прямо в обуви стоит, прямо на чистых полах, на коврике не стоит. Представляете, мы хозяйка клининга называется. Как вы это прокомментируете? А? На чистых полах стоять в кроссовках.